Ты не издал вообще ни звука. Весь мой привычный мир рухнул. Мать и ребенок, лежащие рядом, друг с другом, растерзанные. Страх того, что ты погибнешь. Я вот одного узнал, опознал, даже общался как-то. Вот, такое ощущение было: все, мы тебя забираем, все нормально. А там ведь надо еще убивать. Когда вот, освобождая поселок, там бабушки выходят, клянусь, она вот наклонялась ноги целовать. Ну ты говоришь, у меня мурашки, говоришь, да вот это все в себе сдержать. Вот нагло, дерзко, нахрапом, просто средь бела дня я лежу и запел. Аляс, привет. Приветствую. Мы очень-очень рады тебя видеть. Мы давно запланировали это интервью, и наконец вот такая возможность у нас появилась. Ну, поздравляем тебя с прибытием домой. Спасибо ты уже большое. находишься здесь 5-й день. Знаю, что все это время ты в таком потоке общения с друзьями, близкими, родственниками. Ну вот расскажи немного вот про свои эти 5 дней. Эти счастливые 5 дней. Что тебе, вот первое, что тебе говорят твои родные, когда Слава тебя Богу. встречаешь? Это вот первая фраза, все говорят, с учетом нашей ментальности, да, абхазской, они говорят: слава Богу, ты цел, ты жив. Ну и все с таким пониманием к ситуации относятся. Тем не менее, столько эмоций за эти 5 дней. Очень много народу, много родственников, друзей, с которыми мы уже несколько лет даже не встречались. Они приходят домой, забирают меня, как этот переходящий кубок из рук в руки, из рук в руки. Но я очень счастлив быть дома, очень счастлив быть на родине. Но наверняка они все, как и мы, слушали и смотрели твое выступление недавнее в Москве на Манежной площади. Там ты сказал, что совсем скоро вернешься в ряды пятнашки. Так точно. Ты даже сказал, что это где-то через месяц. Как на это реагируют твои самые близкие? Уже нормально. Даже мама. То есть поначалу была вот первая связь с ней, это вот из больницы была за долгие-долгие месяцы. А ты все это время с мамой не связан? Нет. Почему? Ну, во-первых, она у меня очень сентиментальный человек. Ну, как все Да. И мне, наверное, все-таки тяжело было бы дальше там находиться, зная, как она к этому относится. Ну и плюс уже в больнице некая такая безысходность была, когда мой брат приехал, мои братья старшие приехали. И вот по видеосвязи мы поговорили. И мне как-то вот полегчало, если честно. Она так поддержала меня. Причем я думал, что она сейчас расклеится полностью, но нет. Но нет. Она говорит: ты мужчина, это мужское дело, держись, терпи. Я аж удивился. Но она такие слова подобрала, что я аж почувствовал себя гораздо лучше. И, наверное, вот все-таки я вот этого от нее ждал, нежели там она сейчас прослезится. Она прослезилась, конечно, но тем не менее вот такие вот слова. Но сейчас с пониманием относится, отец мой, братья мои, с пониманием относятся, что в подразделении мои друзья, мои братья, младшие, старшие, неважно, мы одна семья, это уже какая-то неотъемлемая моя часть. И с учетом, что я там на должности, я командую людьми, но я как-то без них не могу уже, если честно. Как сделать ремонт в ванной комнате своими. Я поеду домой и что-нибудь придумаю, чтобы вернуть это. Наступит утро, и завтра будет совсем другой день. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting Olay with it. Wow. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he'll lose his weight with it. Now, here goes to...
Ты знаешь, я долго выбирал это место. Эта плитка самая долговечная и крепкая. Но мои чувства намного крепче к тебе. Давай купим эту плитку. Don't let her rumba and don't let her samba, 'cause Papa loves mama tonight. Кирама Марадзе. Любовь навсегда. Давай вспомним вот самое начало. Ты уехал практически сразу после того, как огласили результаты первого тура выборов. Ты баллотировался Да. на эти выборы, ты Да. намеревался стать депутатом парламента. Об этом поговорим. Ощущение, что это было в другой жизни даже у меня. Ты, насколько я знаю, уехал, никому не сказав. Куда Абсолютно. А мое решение поехать на Донбасс было принято гораздо раньше, когда я уже с Ахрой связывался. Ахра сюда в период выборов приезжал. Мы с ним проговорили. Но он сразу говорит: нет, тебе там не место, ты здесь, вот здесь ты нужен, здесь общественно-политическая ситуация такая, вот ты должен быть постоянно там в теме. Я говорю: ах, я в любом случае уеду, поеду, так или иначе, говорю, неважно, как выборы закончатся, изберут меня депутатом, не изберут меня депутатом, я говорю, в любом случае я приеду не в Пятнашку, так в Спарту, в Сомали, неважно. Но, конечно, это я так немножечко стращал его, но я, естественно, хотел в Пятнашку, потому что это целая планета, это целая... Ну, о Пятнашке мы обязательно поговорим. Да, конечно. Вот мне интересно вот что. Ну, это же шок для семьи, в первую очередь, шок. Да. Первый, я так понимаю, маму ты избегал, а остальные члены твоей семьи? У тебя 3 детей. Так точно. Моя семья знала, что я в Москве, что я еду там к своему брату, у меня есть там брат, что я еду к своему брату, немножечко там побуду. И вот как-то так. В принципе, официальная версия была такова. Только мой старший брат знал, и еще один, мой крестный сын, который вез меня на границу. Вот он знал. Ну, вот как-то так. И потом, естественно, был шок. Потом пошли звонки, потом... были операции, когда мы уходили далеко, глубоко, и нас не было там 5, 6, 7 суток, никакой связи, только командир наш знал, где мы, как мы. И началась паника. Как так, война, как-то диссонанс у всех. Хотя я всю свою сознательную жизнь я был около армии, возле оружия, с оружием и тому подобное. И для меня это не было, для самого чем-то таким непонятным или чем-то, с чем я не соприкасался, да. Но такого опыта, конечно, у меня не было. Я даже представить себе не мог, что я там столкнусь с чем-то подобным. Здесь была армия, здесь была военная кафедра, здесь была очень хорошая учебка, за что я безумно благодарен своим командирам. Это был тогда 2-й горно-стрелковый батальон в Цибильде, мы дислоцировались. И учебка у нас была просто замечательная. И потом в последующем я уже офицером служил. И и теоретической базы у меня было очень много. То есть я был буквоед в этом плане. Теории у меня было колоссальное количество. Практика была небольшая. Это были Кадорские события в 2008 году. И то, грубо говоря, без особых таких, без активной такой без активных перестрелок, но принимали участие по мере возможности. Задачу, которую перед нами поставили, мы ее выполняли. Но без перестрелок, без бомбежек объявили победа. Ё-моё, как победа, мы же ни разу и не стреляли, но тем не менее, был там, где мои друзья, мои товарищи. Это такой был опыт такой, небольшой. Возвращаясь к семье, твоя старшая дочь уже подросток, Да. она-то все прекрасно понимает, Да. замечательно, все, для нее все очевидно. Она не отговаривала?
Что она говорила тебе? Отговаривала, и это были... И что ты в этот момент испытывал, когда она это говорила? Тяжело. Это очень тяжело. Во-первых, мы очень долго пытались избегать камер. Все солдаты, все бойцы так или иначе что-то снимают. Что-то снимают там для себя, для архива, для памяти. Случилось так, что один наш боевой друг, наш брат погиб. Погиб, и мы были с ним на операции. И вот крайний раз я что-то снимал, его брат попросил меня: поделись, говорит, этим. Я как-то в глубине души понимал, что если это из моего телефона уйдет, в любом случае, ну вот распространится, да, где-то появится. Я слезно умолял его, я молил его, я объяснил, что мама моя не знает, дети мои не знают, пожалуйста, чтобы это не вышло никуда. Но, к сожалению, случилось именно так, как я и думал, и понеслось. Ну, естественно, уже у всех наших детей есть смартфоны, и ей, в частности, дочке моей прислали вот несколько фрагментов вот этих. Ну вот что она говорила: папа, приезжай домой, мне страшно. Да, она плакала, она говорила: приезжай домой, когда именно ты вернешься. Она все время пыталась: на мой день рождения приедешь? Я сказал да. Приехал? Нет, не получилось. Не получилось, потому что именно на ее день рождения мы были на выходе. А я планировал, я уже у командира согласовал, что возможно, что я на несколько дней поеду на ее день рождения. Он говорит: конечно, без проблем. Но, к сожалению, не получилось. Не получилось, и это объективно не получилось. Я реально хотел. Вот мы приезжали к вам на базу пятнашки, мы у всех ребят реально спрашивали. Вот очень интересно понять мотивацию. Что вот лично тебя побудило стать добровольцем и поехать на Донбасс? Сколько вообще раз ты до спецоперации находился на Донбассе? Был ли там когда-нибудь? В мою бытность председателя Госкомитета по молодежной политике я ездил на Донбасс. Непосредственно тогда Ахра меня встречал. Но я ездил с официальным визитом. Это какой год? В 2015 году, если я не ошибаюсь. Или в 2016. Но там уже был конфликт. Конфликт был. Я ездил туда, встречался со своими коллегами. Мы подписывали соглашение о взаимодействии в сфере государственной молодежной политики. Мы подружились очень сильно со своими коллегами. Так я познакомился с Донбассом в целом. В 2014 году, когда уехал Ахра, он уехал вот буквально из нашего офиса. Мы тогда все входили в молодежную организацию «Молодая Абхазия», в том числе и Ахра. Даже тогда у меня была первая мысль поехать. Но опять стечение обстоятельств, здесь что-то происходило, и я не смог поехать. А сейчас, вот сразу как началась спецоперация, вот это решение было принято, что я поеду. Но с чего вот этого чувства однажды, вот уже далеко-далеко в юности, так скажем, я размышлял на эту тему, а смогу ли я когда-нибудь вот отплатить, вот поехать, вот, я не знаю, допустим, не приведи Господь там в Кабардино-Балкарию, там к нашим братьям, Карачаево-Черкесию, не приведи Господь, если у них беда случится, да, вот встать там на защиту, помочь им там и тому подобное. Я вот очень долго размышлял, я думал, наверное, смогу, а потом думаю, да блин, не знаю, вот когда ты дома воюешь, ты знаешь, вот, что это твои стены, это твой дом, родина, мать, отчизна. А тут вот, ну, все тебе чужое, ну, образно говоря, да, это чужая земля, это чужие люди, незнакомые тебе люди. Но вот все время, с учетом, что я очень серьезно, очень плотно сидел вот в материале военной хроники, из всех событий, видеоматериале, я все с детства прям был, прям вот рос в грузино-абхазскую войну. Да, рос в этом. Я помню, знаю очень множество историй, связанных с добровольцами, и мы здесь очень часто отмечали там День добровольца и тому подобное. Я помню очень ярко, четко фрагмент, когда ребята из Донецка, именно из Донецка, один из парней награжден героем, ну, звездой Героя Абхазии, а второй награжден медалью за отвагу. Был случай в Гудаутском районе, вот один абхазский парень и вот парень из Донецка при наступлении погибли, и вот как полагается, ну, похоронили его в абхазской семье, в абхазском дворе рядом со своим сыном.
И вот пока не закончилась война, пока вот не смогли тело переправить, со всеми почестями похоронить, он в абхазской семье, на абхазском кладбище покоился. Вот для меня какие-то такие вещи, они очень глубоко врезались в мою память и сыграли какую-то роль. Я всю жизнь думал, ну, наверное, смогу, не смогу. Вот эта мысль всю жизнь меня сопровождала. Что люди, не знающие нас, просто пришли помочь. Ну и тут вот просто, ну, сила воли, наверное, чуть-чуть. Вот волевое решение было принято. Все, еду. Неважно, что будет, но вот как-то вот чувство долга, наверное, что вот они приехали, они сделали. Естественно, у меня не было мысли там, что поеду погибать или погибну. Ты об этом не думаешь. Ты думаешь, поеду, сделаю, что смогу. Но с учетом, что понимал, что это война, может быть всякое, но я даже к этой мысли вот пришел, смирился, принял ее. Но вот, допустим, страх того, что ты погибнешь, это одна история. Да. А там ведь надо еще убивать. Да, к сожалению. Да, к сожалению. Вот к этому моменту, вот именно к этому моменту я был готов меньше всего. По природе своей я очень миролюбивый человек. Но вот с раннего возраста первое мое оружие у меня было в 12 лет. И оно всегда было направлено, нацелено на оборону, на защиту. Всегда я знал, что не приведи Господь, если когда-нибудь что-нибудь будет у меня дома, я ухаживал за этим оружием всю свою сознательную жизнь, берег, чистил, но как бы, слава Богу, не пришлось применять здесь, в Абхазии. Но когда по факту я столкнулся с тем, что оружие надо применять, и применять, чтобы остаться в живых, это был некий переломный момент в моей жизни. Ну вот во всей этой истории с мотивацией, какую роль играло то, что мы на протяжении, да, уже 8 лет, получается, с 2014 года слышим истории о том, что русских в Донецке притесняют. Вот это как-то играло роль в твоей мотивации, что, ну, в общем-то, русский мир притесняет? Крайней точкой, наверное, точкой кипения. Вот я приехал в Донецк, добирался тяжело, если честно. Приехал в Донецк, и первое, с чем я столкнулся, это были прилеты в городе. Прилеты в городе, я воочию увидел растерзанных женщин, старика, ребенка 3-летнего, но ребенок, слава богу-то, выжил. Я честно признаюсь, морально я, конечно, готовился к тому, что это война. Я понимал все, что сопряжено, все, что может быть. Но когда ты картину видишь воочию, и ты здесь, сейчас, естественно, какой-то, наверное, диссонанс, да, происходит в голове, что неужели это все реально? А это реально. И какой-то крайней точкой кипения, каким-то таким катализатором стала вот женщина и ребенок, лежащие, это мать и ребенок, лежащие рядом друг с другом, растерзанные. Тогда... Это все на твоих глазах? Да. В мирной части города? Да. И тогда это, наверное, все-таки стало... Я как-то вот вспомнил нашу войну, все эти истории. Вот тут вот все реально, тогда только по рассказам я знал. И вот тут вот все это видишь воочию. Некая злость, конечно, берет. Ну и вот ты утверждаешься в своих каких-то взглядах, наверное. Это на самом деле очень сложно объяснить. Но как бы ты ни настраивал себя, вот все мы мужчины, если надо будет, мы встанем, там, возьмем оружие в руки. Но когда ты берешь оружие в руки, ты понимаешь, что может твое оружие сделать, да, что ты можешь сделать. Ну и, в принципе, то же самое могут сделать с тобой. И когда ты с этим сталкиваешься воочию, вот тогда первая мысль возникает, все же, ну, наверное, это человеческое срабатывает, чувство, наверное, жалости, чувство какое-то, даже понимая, что если ты вот на долю секунды не успеешь,
то тебя ждет очень плохая участь. Когда об этом конфликте стали больше говорить, ну вот я как журналист пытался разобраться. Да. Ну, для меня тоже позиция здесь очевидная, четкая, понятная. Я как бы так это ощущаю, так это чувствую. Вот мы когда в Донецке находились, мы говорили просто с простыми людьми. Мы не говорили, что мы журналисты, с таксистами, с продавцами в магазине и так далее. Там нам, в общем-то, все, по крайней мере, кого встретили мы, в один голос говорили одно и то же, что вот они правда нуждались в защите. Их притесняли. Ты в этом разбирался, прежде чем туда поехать? Вот у тебя была встреча в 2015 году, вы об этом слышали, вам рассказывали, Да. что, в общем-то, русских притесняют. Да, однозначно, я на протяжении всех этих лет, я общался со своими коллегами, мы дружили, они даже приезжали ко мне домой, летом отдыхали у меня со своей семьей из Луганска, из Донецка. И я как бы вот все это время, на протяжении всех этих лет, ну, руку держал на пульсе. И знал, они истории рассказывали, как все сейчас происходит. И все же вот историческая память у меня как-то вот так вот семейно сложилось, что дед мой, его истории какие-то. Кстати, дед мой больше рассказывал, нежели, допустим, вот мой отец, там, Ну вот да, их поколение, дяди мои, там, они вообще ничего не рассказывают и про нашу войну. Я вот от других, от бойцов... очень Это много вообще, историй. мне кажется, вот какая-то отличительная черта Да, наших отцов. Вот да. мой отец тоже никогда ничего не рассказывал. Вот. И помня все это, помня, что... Ну, вот даже с детства я помню, я застал Советский Союз. У меня каждое утро в школе начиналось с гимна «Союз нерушимый, Республика свободных». Сколько тебе лет, Аляс? Сейчас 37. Вот. Я был октябренком, не успел стать пионером, я мечтал быть пионером. Ну, такая идеология очень мощная была. И вот это все сыграло роль, естественно, что я учился в России, у меня очень много друзей в России, работал очень много в России. Я никогда, естественно, вот моя родина, вот моя отчизна, это моя земля. Угу. Но я никогда не считал, что Россия – это какая-то другая, чужая страна. Я себя точно так же чувствую себя уютно, комфортно. И с учетом, что дед мой до самой смерти говорил, наша столица, он говорил, наша столица Москва, то есть столица его той страны, которая у него... Ты, кстати, стал гражданином российского, вошел в российское гражданство, мы тебя поздравляем. Спасибо большое, это для меня большая честь, наверное, гордость, что сам президент России подписал подобный документ. На самом деле берет некая гордость, что вот уже наш там верховный главнокомандующий, вот с учетом, что уже Донецк и Луганск являются территорией Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, а мы непосредственно были частью армии ДНР. Вот, подписал такой документ, что меня приняли в гражданство. Ну, сейчас вот идет определенная процедура. Понятно, я сейчас на следующей неделе привезу оригинал нескольких документов, и вот уже... Ну, мы тебя поздравляем. Да, спасибо большое. Ну, понятно, что часть твоего окружения, большая часть окружения, отговаривая тебя, не беспокоились за твою жизнь. А были ли среди вот граждан Абхазии люди, которые отговаривали тебя по идеологическим соображениям, которым казалось, что это, в общем-то, не тот путь, не та сторона? А нет, таких не было. Единственное, вот комментарии были, это не наша война. Это не наша война, это далеко. Я очень долгое время избегал таких дискуссий, объяснений, потому что я это видел вот одним образом. Им здесь, сидя дома, все казалось иначе. Но однажды вот я вступил в такой горячий спор с одним человеком, я его переубедил. Я ему объяснил свой взгляд. Первое, на чем я основываюсь, от чего отталкивался. Если мы понимали, что эта война, это спецоперация не против Украины. Я лично своими глазами видел там поляков, видел афроамериканцев, грузин. Ну, понятно. Да. Французские шевроны, я не знаю, это были французы, не французы, но шевроны видел.
воочию. Это не просто там мне показывали видео, а воочию, да. И мы понимаем, что весь коллектив на Запад так или иначе представлен там, не говоря уже о том, какое вооружение им поставляют и тому подобное. Я понимал, что если сегодня эта спецоперация выйдет за рамки Донецка и коснется уже вот территории России, там Ростовской области там, и тому подобное, может быть, не приведи Господь еще дальше, я знаю, я уверен, что наши восточные соседи, а это еще не исключено, что они бы поверили в себя, что можно силовым путем решить и вопрос Абхазии, Южной Осетии, тем более их сейчас уговаривают так или иначе открыть второй фронт, чтобы максимально нанести ущерб Российской Федерации. А мне не безразлично, да, судьба моей родины, судьба моего народа. Я понимал, что если там произойдет что-то не то, что начнется здесь. Но опять я еще раз говорю, что этот вариант я до сих пор не исключаю. Этот вариант я до сих пор не исключаю, потому что я понимаю, о чем я говорю, я знаю, о чем я говорю. Не приведи Господь, я меньше всего на свете хочу, чтобы на земле абхазов, народа Абхазии звучали выстрелы, и наши матери видели нечто подобное, что сегодня происходит на Донбассе. Это страшно. Это страшно, они однажды уже пережили это. Я не хочу, чтобы дети это увидели. Ты знаешь, учитывая, что у нас есть возможность поговорить с человеком, который все это сам видит, я хорошо помню, еще в моем детстве мы тогда принимали отдыхающих, у нас были отдыхающие, по-моему, из Киева, и они достаточно очень, жестко отзывались о русских, и как-то, наверное, это все идет не с 2014 года. Но вот мой вопрос, фашизм, он там был? Да, фашизм, нацизм, конечно, не хочется говорить такие, рассказывать страшные эпизоды, которые я видел своими глазами. Например? Люди с выкриками, чтобы не рождались русские, творили такие зверства. И был эпизод, когда мы... Это на твоих глазах? Да, я просто вот столкнулся с этим, В смысле, убивали беременных женщин, русских? Беременную женщину убили. Мы как раз пришли, вот освобождая этот поселок, и там бабушка одна это вот рассказывает. Женщина лежит мертвая, и а потом уже бабушка-старушка рассказывает, как ее убили. Ее убили там несколько часов назад. Вот это вот, чтобы русские не рождались. И с этими выкриками, вот такими вот, я уже сталкивался непосредственно на поле боя, когда дистанция между нами была критической. Такое тоже было? Да. Они даже вот кричали: «Абхазы, уезжайте к себе домой». Это был такой тоже эпизод. Мы тоже им ответили достойно. Пленных наших ребят казнили. Казнили русских пацанов. Никакого милосердия. Они казнили, снимали мучительно долго. Я не знаю, я не думал, что в своей жизни я столкнусь с подобным. У меня был случай, когда мы уже брали в плен. И чувство злости, оно не может не быть на войне, когда твои друзья, с кем ты кусок хлеба делишь, а так или иначе вы очень быстро сближаетесь, очень быстро. Своего пленного мучили? Нет. Нет. А что вы сделали? Мы его накормили, напоили, более того, раненого своими же медикаментами, индивидуальным пакетом перевязали там и отправили уже к нам на как базу. сохранить в себе вот эту человечность, когда ты еще какое-то время назад видел тело убитой беременной женщины? Да, это очень тонкая такая грань, которую пересекаешь незаметно очень. Я все время молил Бога, если столкнусь с подобным, чтобы не огрубеть, не озвереть, чтобы то человеческое, человека... за что ты цепляешься в голове, когда ты чувствуешь, что все? Что он чей-то ребенок. Что
вот какая-то мать, женщина ждет его, как мама меня. Самый страшный эпизод, который ты точно пронесешь с собой через всю жизнь. Ух. Это когда мы пацанов наших эвакуировали, их тела. Под обстрелом, под бомбежкой. Это 6 наших ребят. Был очень страшный такой, очень серьезный штурм, где мы вклинились в оборону где-то километра на 3. И получается сутки, вот просто не прекращая, сутки дрались отчаянно. Наши пацаны, это отдельная вообще история, наверное. Про это нужно говорить, рассказывать, писать, снимать. Где мы тогда потеряли Ахру Киркинадзе и Роберта Кулумбекова. 7 человек смогли отойти, но 6 наших ребят, тела их, как угодно, да, остались у них. Это, во-первых, само чувство, что наши ребята у них, а потом следом сразу они выпускают видеоролики, где они издеваются, где они шевроны отрывают, где они... Ну, в общем, это очень неприятная картина была. И в подразделении воцарился Тишина такая. Тишина, такие смешанные чувства. А что дальше? А как дальше? А тем более представь себе, семьи погибших сразу вот пришли на базу. А что им сказать? А где ребята? Но если погиб, а мы никогда никого не оставляем. Неважно, как сложно, неважно, но есть установка и командира, и это уже некий такой, не то что девиз, а как-то вот мы с этим выходим даже в бой, что как бы ни было сложно, как бы ни было сложно, умри, но товарища вытащи. 26 дней. 26 дней мы вот дважды пытались прорваться, но они настолько плотно и заминировали, и понимали, с кем они имеют дело, понимали, что это пятнашка, понимали, что это преобладающее большинство это кавказцы, абхазы и тому подобное. Они понимали, что мы придем. Они все подходы минировали, засады устраивали. Дважды мы просто вот пытались штурмом пройти, не получилось. С Божьей помощью просто без потерь отходили. Без потерь отходили. На 3-й раз, вот тщательно проработав операцию, это сложнее. Я не знаю, вот сейчас я вот уже задним числом, да, вспоминаю, ну, вот удивительно, как смогли реализовать. Но вот нагло, дерзко, нахрапом, просто средь бела дня, да, была очень высокая вероятность, что реально кто-то там останется. Потому что просто прийти, как вот в советских фильмах «Ура за Родину», вот примерно так. Пришли. И тела, вот где они лежали, они там и лежали, их никто не трогал? Они их выложили перед своими траншеями. Вот так вот траншея, метров 150 через все поле. Они вот растянули там по 15-20 метров между телом, раскидали их вот так вот перед своими траншеями. И 26 дней лежали? 26 дней они лежали под открытым небом. Мало того, что мы вот это вот их траншеи, их вот все блиндажи взяли с боем, со штурмом, ну вот штурмом взяли. Еще сложнее была эвакуация этих тел. Ну. Во-первых, 26 дней. Да, тела были обезображены. Упокой Господь их душу. Но даже сомнения не было, что вот никакой брезгливости не было, ничего. Вот я не знаю, откуда это. Я никогда прежде вот своими руками подобного ничего не делал. Но вот тут... Вы просто брали тела на руки и... Да. Оно где-то за руки, где-то... Понятно. Да. Ну, очень сложный такой процесс был, даже морально. Ты понимаешь, что это вот... Я вот одного узнал, опознал и... Ну, как-то вот спокойно. Я даже как-то, даже общался как-то, вот, такое ощущение было, все, мы тебя забираем, все нормально, все хорошо, как бы пусть душа твоя будет спокойна. И пацаны наши
Зух, Бабения, братья Москали. Вот мы впятером. Наши 6 тел, еще 9 тел русских ребят из соседних подразделений, из регулярной армии. Мгм. Они тоже, кто-то попал в плен, они вот так вот его замучили. И вот чтобы никто не заблуждался, все тела, которые мы эвакуировали, все были расстреляны в голову, колени были прострелены, пах был прострелен. То есть они их убивали долго, мучительно, все это снимали. Это нормально для них. Так это и есть проявление, вот яркое проявление фашизма, нацизма, где... Да это, я не знаю, нормальный человек, наверное, такое не сможет сделать. Ну хорошо, вы там находитесь, это адреналин, у вас задача, вы должны ее выполнить, вы ее выполняете, ты приезжаешь на базу, остаешься один на один с собой, ложишься спать, я не знаю, мы все о чем-то думаем перед сном. В этот момент не наступают мысли, ну что я вообще здесь делаю, там, мне надо домой, не могу. Я больше не могу терять там или смотреть, как убивают людей. Я вот не только про страх за собственную жизнь, я про все остальное, что тоже присутствует в таких, ну, присутствует во время боевых действий. Честно признаюсь, ни разу за все время моего присутствия там, ну, до ранения, да, пока я был в активной фазе, ни разу не возникла мысль, что я здесь делаю. Я с каждым днем вот заражался идеей, с каждым днем все больше и больше. То есть вот этой мысли не было ни разу. Но вот ты правильно сказал, когда ты один на один со своей совестью остаешься ночью, да? Ой, какие мысли посещали. Но опять вот это вот чувство за наших, оно сильнее всегда. Ибо ты убеждаешься, это не пропаганда, это вот тебе не нужно никаких речей, выступлений чьих-то. Ты сам это видишь. Ты видишь, что ты за правое дело, ты за простых людей, ты за справедливость, за людей, которые хотят жить. Это на самом деле, и вот когда вот освобождая поселок, там бабушки выходят, клянусь, она вот наклонялась, ноги целовать. Я сам бросился на землю, говорю, бабушка, не делайте, говорю, встаньте, я ее обнял, поднял. Ну что она говорит, что им не давали жить, получается, все эти Нас нормально. убивали, мы кое-как выжили, мы прятались. Она вот рассказывали, что несколько месяцев вообще не выходили из подвалов. Кто-то там из детей, может быть, более юрких, шустрых, там выбегали там за водой, за чем-то там, за едой. Они все, как из концлагеря, худые. Мы вот делились своей едой. Ну и элементарно. Ну, это все становилось в итоге по факту сильнее, нежели вот те вопросы, которые ты себе задаешь. Естественно, это мучительный процесс, это сложный процесс. Если в тебе хоть есть капля человеческого, совести там, и тому подобное, ты не можешь себе не задавать тех вопросов. Это страшно на самом деле, Саид. Это страшный процесс. И как бы мы ни говорили, он воин, он мужчина и тому подобное, но мужчина мужчиной и воин воином. А совесть, душа и мозги сердцем же никто не отменял. Ну, даже после того, как вот с тобой произошло, и ты лишился ноги, мы видели видео. Если честно, у нас такой откровенный разговор. Я был чуть в шоке. Ты не издал вообще ни звука. Это был шок. Нацбатов, которые ребята взяли буквально вчера. Вот. Это был адреналин или что? Что это? Ты себе... Что было в этот момент у тебя в голове? Ты даже не заматерился. Заматерился. Да? Да. Это единственный звук, наверное, который я издал. А там слышно? Я не слышал на видео. Я не знаю, может просто сознательно кто-то стирает там, или запипикали. Это единственное, наверное, что я смог выдавить из себя. Первая мысль, вот первое, что возникло в голове, взрыв подкидывает меня, приземляюсь. Но первое ощущение, что все. Ты не потерял сознание? Нет, я до конца, пока меня в госпитале не ввели, не ввели наркоз, я был в сознании. Первая мысль,
моя была все. Но неужели вот так вот? А потом, когда я уже как-то вот несколько секунд прошло, там минута, может быть, первая мысль, что пришла в голову, это, естественно, сейчас мама узнает об этом. Мне ее жалко было. Потому что я зная ее, она очень тонкий человек, но очень сентиментальный человек. Прямо очень-очень. Я понимал, что как она узнает, кто ей об этом скажет, как эта вся история еще закончится, непонятно. Потому что как только вот подо мной взорвалась мина, ровно через 2 минуты нас начали обкладывать. Так еще выйти оттуда... Обкладывать, в смысле обстреливать? Обстреливать, в смысле минометами начали, 120-ми. Больно было дико. Это вот говорят, шок болевой. Да ничего подобного, никакого шока болевого. Шок может быть 2 секунды, а потом ты смотришь на это, ты понимаешь, что какой ужас. И, естественно, хочется орать во все горло. Но реально хочется. Но я понимал, что ребята мои ушли вперед, кто-то идет сзади. Вот любое. То есть это из практики. Если ты начнешь из практики, да. Если бы я сказал бы, ай, мама, больно, там, пацаны, помогите, началось бы хаотичное движение. Там, где есть одна мина, естественно, есть и вторая, и третья, и четвертая. Поэтому любое неосторожное движение, естественно, повлекло бы за собой непредвиденное. Я поэтому... Ну, ты говоришь, у меня мурашки, говоришь, да, вот это все в себе сдержать, об этом, обо всем подумать, когда у тебя кровь, ноги нет. И... Да, кровь хлестала, конечно, жутко. Но я сразу, то есть, я не потерял сознание, это уже плюс, я сразу уже, когда, понял, что произошло, я сразу же не определил, что это мина. Тут может просто сверху прилететь, но там... это какая разница, от чего ты остался без то есть... Когда я понял, что это мина, когда я понял, что я не умер, то есть вот я понимаю, что я мыслю, москаль кричит, Аляс живой, кстати, он первый раз меня по имени назвал. Аляс живой, вот эта мысль, чтобы вот не напугать, я так чуть-чуть собрался и вот, попытался бодро сказать, живой. Аляс живой! Вот когда ты по-настоящему осознал, что ты уже, получается, человек с инвалидностью, какие мысли у тебя были? После операции я отхожу от наркоза. Я вот до наркоза я не потерял сознание, вот очень долгое время. Кстати, удивительный случай был. Меня привезли, с учетом, что штурм шел не только в нашем направлении, а практически по всей линии фронта. Шел штурм, очень много раненых в госпитале, прям очень много раненых. И, соответственно, на операционный стол кладут по приоритету, по мере сложности ранения там, и тому подобное. Меня практически сразу занесли на операционную, в операционную занесли. Но пока вот шли процедуры, там порезали штанину, там обнажили рану, посмотрели, оценили характер. Ты все это время в сознании? Да, я все это вижу. Я с доктором общаюсь, я прошу его, я говорю, доктор, как бы ни было, может быть, кривая, косая, максимально попытайтесь сохранить ногу, пожалуйста, говорю. Он говорит, да, дорогой мой, мы сделаем все возможное, ты молодец, ты там держись, там и тому подобное. И получилось так, что я лежу, и в этот момент еще серия, там, группу раненых заносит, там быстро врача, там все выбегают, нужно оценить там характер ранения, оказать первую необходимую помощь. Я оказываюсь на операционном столе один, и одна медсестра ходит, там, подключает меня к оборудованию, там на палец что-то подключили, там какие-то приспособления, там давление мерит и тому подобное. Принесли рентген-аппарат, там, это все занимает какое-то время, минут 20 проходит. Я спрашиваю, сестричка, а долго еще? А уже боль появляется, вот это вот действие обезболивающего заканчивается, появляется боль. Она говорит, сейчас, говорит, там доктор освободится, сейчас вот быстро потерпи, там еще чуть-чуть. Я лежу и запел. Запел песню о ранении. И тут врачи появляются все. Появляются, с тобой все в порядке? Я говорю, да. Они говорят, первый раз в жизни видим, что человек с такой раной поет. А я говорю, я не пою, я говорю, лечу себя. Вот пока вы заняты, говорю, это песня ранения. Я им объяснил, что это.
У тебя тут просто... Ты еще объяснял, И я что настолько такое песня громко ранее. пел, настолько громко пел, что весь первый этаж больницы слышал. Это вот они на следующий день мне рассказывали, когда я, в общем, операция прошла после наркоза, я прихожу в себя. Я все-таки надеялся, что все-таки удастся спасти ногу. Когда я пришел в себя, я первым делом, вот когда стал соображать, я попытался, на мне была простыня, я попытался ее стянуть, стянул и вижу культю. Да, был шок тогда. Тогда была некая горечь. Ну вот даже такая. кома в горле не было Был. от обиды. Был. То есть это я сразу понял, что это совсем другая жизнь. Это вот весь мой привычный мир рухнул. Ну, у тебя театр. Я тогда думал, скорее всего, больше о войне, нежели о театре. Я думал о подразделении, о своем функционале, о том, что я теперь ограничен, о том, что меня спишут, о том, что... первые мысли мои такие были. То есть я почему-то о гражданке и не подумал, если честно. Ты вообще помнишь, что у тебя здесь жизнь, ты... Абсолютно. Театр, политическая какая-то, общественно-политическая жизнь, отцовство. Да, абсолютно. Я никогда не отключал это и не абстрагировался как-то от этого. Я понимал, что рано или поздно я вернусь. Я хотел вернуться вот к той жизни, к моей. Я понимал, что она уже будет не той, прежней она не будет. Я сам не буду прежним. Я это понял через несколько месяцев своего нахождения, особенно после первых ранений, контузий и тому подобное. Я четко понимал. Это же не первое мое ранение, но про остальное никто не знает, кроме тех моих ребят, которые были рядом. Мы как-то не афишировали, потому что это были такие не самые значительные ранения. Было в голову, в плечо, в ногу, осколочные ранения. Ну, я так понимаю, ты планируешь поставить протез в ближайшее время и вернуться в подразделение. Да, я уже говорил и с командиром нашим, и, в принципе, он, понимая ситуацию, он говорит, да, конечно. Мы крайне редко, на самом деле, бывали на базе, и когда бывали на базе, это было счастье. На самом деле мы и отдыхали, просто ребят увидеть, чуть расслабиться. Другая на гитаре атмосфера. сыграть. На гитаре сыграть. Естественно, это прям после боя, это вот самое то. Это самое, даже если ребята погибали. Даже если мы его сейчас похоронили, вернулись. Но сыграть, то есть нельзя, чтобы в подразделении царил траур. Угу. Вот ровно до момента похорона чтобы мы отдали последнюю почести, да, с салютом, провели его. Все. Любой другой настрой только мешает. Война идет в любую секунду. По тревоге поднимают нас, мы выезжаем и работаем в том или ином направлении, куда нас позовут. Поэтому настрой, вот, ты правильно сказал, гитара, музыка, танцы, как шутки. это ни да, шутки. На это мы особенно обратили внимание. Жизнь продолжается. Потом, все остальное поплачем. Вот мы приехали сюда, а в первую очередь поехали на могилы ребят, которые, вот, наши ребята погибли рядом с нами. Здесь, да, здесь никто себя не ограничивал, и эмоции были, и слезы были, и все, несмотря на то, что все воины, там, мужчины, там, это наши ребята, это наши братья. Вот, а там нет, там максимально надо собраться. Получается, мы практически в режиме онлайн, благодаря всем этим современным технологиям, в частности, телеграм-каналам, с одной стороны наблюдаем, как десятки, а может быть и тысячи граждан непосредственно Российской Федерации готовы уехать, не во вражеской, в смысле между ними нет войны, но отношение достаточно критичное. Готовы ехать в эти страны, стоять в бесконечных очередях неделями, продавать там, я не знаю, все, что у них есть и так далее, и уехать в неизвестность. А с другой стороны мы видим наших ребят, у которых здесь у кого-то 3 детей, которые их уговаривают остаться, родители это в слезах просто и просто не знают, как еще придумать, чтобы этих ребят остановить. Мало того, что есть ребята, так к вам еще собираются, дай бог здоровья, еще ребята. И это на самом деле очень сильно парадоксально. Не вызывает ли у тебя в душе вот какую-то
может быть, обиду, злость, что вот вы вроде по зову сердца, получается, а ребята вот другие вот, ну, уклонисты. Вызывает. Вызывает. Правда, вот если честно. Вызывает однозначно. Более того, у нас чуть ли, ну, не конфликт, а ну, словесно такая перепалка была с отдельными ребятами. Возвращаясь сейчас, вот ты с этого начал на нашу беседу с Манежной площади. Мгм. Вот там мне посчастливилось общаться с Сергеем Владимировичем Кириенко. Мгм. До выступления мы долго общались, вот, где услышал его мнение, я ему рассказал вот про то, как я чувствую, про то, Ага. что меня привело. Меня удивило, что насколько народ дал оценку не мне, там, отдельно командиру Мгм. или бойцам, а нашей стране. Что маленькая Абхазия, У меня ж мурашки. и выходцы из Абхазии так серьезно и так активно включились в спецоперацию и тем самым выполнили свой союзнический долг, Мгм. как добрый сосед, Мгм. как стратегический партнер, и не важно, сколько нас. Но если сравнивать с остальными союзниками Российской Мгм. Федерации, я такой активности не видел нигде. Ну, давайте правду говорить. Я об этом, в частности, и говорил Сергею Владимировичу. Ну, мне кажется, важно отметить, что в Абхазии нет никакого движения, которое бы, ну, как бы нет никакого движения, которое бы уговаривало, я не знаю, Да. уезжать на Донбасс. Тут никто никого не просит. Абсолютно. Это вот, мне кажется, тоже важно говорить. То есть это реально вот такой вот в чистом виде зов сердца получается. Оно так исторически сложилось, Саид, ты прекрасно знаешь. Ну, тут нашу как бы историю. поговаривали, конечно, что вам денег платят за это, но О, мы Господи, приехали Боже. на Донбасс, Ну да. мы все выяснили, Ну, сняли да. про это фильм, и в сухом остатке это правда остается такой вот реально, может быть, с одной стороны юношеский, такой чистый зов сердца. Да. Народ Абхазии всегда был рядом, даже в самые тяжелые времена для самого себя, для народа Абхазии, для нашей страны, для царства абхазского. Они всегда были рядом с народом России, с русскими, с русским миром, как хочешь называй. Мгм. И мы верой и правдой, как добрые соседи, всегда приходили на помощь. И это ярко выразилось и в Великую Отечественную Мгм. войну, где тогда вот столько народу, Да. более 50 тысяч выходцев из Абхазии принимало участие в Великой Да, Отечественной войне. много героев Да, Советского конечно, Союза. конечно. И поэтому я полагаю, что вот ребятами движет и историческая память тоже, и гены тоже. Они воины. Они воины. Я удивляюсь, между прочим, я хочу сказать, я удивляюсь. Даже вот приезжают ребята из Абхазии, первое наше общение, знакомство, неделя, они выходят на позиции все обстреливаются, там активная фаза прям боевых действий. Как люди быстро преображаются. Ты смотришь на него, каким он приехал вчера и каким он стал через неделю. Такое ощущение, что ты смотришь на него, что он всю жизнь с этим оружием, он тебя понимает, ты с ним на одном языке говоришь, он четко, ясно понимает поставленную задачу перед ним. Я понимаю, что это все же в генах. Аляс, ты вообще задумывался о том, как ты будешь, дай бог, все закончится совсем скоро, победой наших, как вы любите говорить, Однозначно. в этом нет сомнений, но ты думал о том, как ты будешь возвращаться к мирной жизни, и ты себя вообще видишь в мирной жизни в Абхазии тут? У нас некоторые ребята остаются в Донецке, кто-то возвращается сюда. Есть вообще, я читал где-то позицию некоторых психологов-экспертов, которые говорят, что вот после участия в таких тяжелых боевых действиях, в принципе, очень сложно вернуться к мирной жизни. Это будет театр, или ты так далеко не планируешь? Это будут очередные парламентские выборы. Сложно сказать, Саид, сейчас вот забегать так далеко, потому что все-таки идет война. Но однозначно
я не знаю, я понимаю, что это будет сложно, но сейчас прям предвидеть, как именно будет, мне сложно. Мне уже сложно. Мне уже сложно. Вот я об этом и что хотел сказать. Вот я вот нахожусь в Москве. Вот А как надо только- в Донецк. А как только из Донецка я уехал, меня стало напрягать вот эта вот размеренная жизнь, где люди куда-то идут, у них какие-то дела, быт, нет войны там. Я понимаю, что чего-то не хватает. Не то, что не хватает, а мне как-то неуютно сейчас, некомфортно. Я постоянно на связи с ребятами, я понимаю, что там происходит. Вот это все-таки держит меня еще. Как будет потом, мне сложно сказать, но я понимаю, что будет нелегко. Но я вижу себя в Абхазии, не просто вижу, я вообще нигде себя больше не вижу на этой земле. Если вот говорить так, я энергетически завишу от этой земли, от людей. Это первая моя такая длительная поездка, и вообще я первый раз в своей сознательной жизни, да, в принципе, я так долго находился за пределами Абхазии. Мой максимум был 2 недели, даже когда я в России работал, я находил массу причин, поводов приехать в Абхазию, пусть на день, на 2, но вот побывать, глотнуть свежего воздуха, да, увидеть там друзей, родителей и поехать. Заряжался. Я очень сильно завишу от природы, так как родился, вырос в высокогорном селе, в горах. Вот это моя тесная связь с природой, где я даже уже, будучи, занимаясь здесь общественно-политической деятельностью, служа в театре и тому подобное, любое свободное время мы вырывались в горы. Надо потрогать дерево, погладить камень, водички из горной реки попить. Я от этого завишу, реально завишу, и там я заряжаюсь. Это единственный, наверное, вид моего отдыха. Я действительно Наполняет, расслабляюсь полностью. И взять это, отрубить полностью. И критически первые несколько месяцев был такой кризис, когда меня безумно тянуло домой. Ты знаешь, Аляс, я правда искренне хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашел время с нами встретиться и поговорить. Мы очень хотели и ждали этой встречи. Я, конечно, ни в коем случае не имею никакого морального права говорить за наших с тобой соотечественников, за народ Абхазии, но среди тех людей, с которыми я общаюсь, их очень много. Абсолютно все единогласно просто вами гордятся. И вот мне кажется, мне прям хочется об этом тебе сказать. Мы вами очень гордимся, и я очень-очень надеюсь на то, что вот свою старость ты встретишь так, как ты запланировал. Дай Бог. Все, обязательно берегите себя. Спасибо, Саид. Спасибо большое, спасибо вам за вашу работу.